1847 год. Майтюби. Здесь, у подножия неприступных вершин, история пришла к своему самому жестокому финалу. Для человека, чье имя звучало от Оренбурга до Коканда, конец наступал в одиночестве, окруженный, преданный, обреченный. Это был не просто мятеж, не просто восстание. Это была последняя попытка сохранить степную империю кочевников. Остановить время. Остановить каток истории, который уже несли на себе пушки и новые порядки захватчиков. Его звали Кенесары Касымұлы. Он внук знаменитого Абылай-хана, потомок Чингисхана и последний правитель, провозглашенный по древнему обычаю казахской степи. И он знал, сегодня он не просто умрет, сегодня умрет целая эпоха. Но как потомок Чингисхана оказался в этой смертельной ловушке, и почему, зная о неминуемом конце, он не сдался? Чтобы понять хана, нужно отмотать время назад. В те годы, когда Российская империя, подобно огромному удаву, медленно, но неумолимо сжимала кольцо вокруг Великой Степи, появлялись крепости, отнимались земли, уничтожались вековые традиции. В 1822 году был издан устав о сибирских киргизах, документ, который одним росчерком пера отменил ханскую власть, веками существовавшую на этих землях. Казахи были объявлены подданными, но они не чувствовали себя таковыми, они чувствовали себя загнанными в угол. Они ждали лидера, того, кто бросит вызов неизбежному. И этот лидер родился из рода, который знал только одно – свобода или смерть. Этот вызов бросил внук великого Абылая. Его отец, султан Касым, годами пытался договориться, но безрезультатно. Братья нашего защитника погибали один за другим, отстаивая свои земли. Будущий хан видел это. Он видел, как на глазах его народа умирает вековой уклад. Он понял, пришло время не для дипломатии, пришло время для последней битвы. Битвы за право быть хозяином своей земли. Битвы за само имя казахского ханства. Кенесары Касымұлы. Он понимал, чтобы победить империю, нужно воевать умно, нужны серьезные ресурсы для войны. Он вводит регулярные военные подразделения. У его воинов единые знаки отличия, жесткая дисциплина и, что самое важное, присяга не роду, а хану. Казахская армия была степным спецназом, способный исчезать в тумане и наносить удар там, где его не ждали. Он превратил хаос восстания в организованную военную машину. И вот здесь проявляется его главная черта как лидера. В отличие от Золотой Орды, где власть хана была священным догматом, Кенесары приходилось каждый день доказывать свое право на лидерство. В степи работала жестокая демократия. Если хан не дает побед и добычи, народ уходит. Кенесары Касымұлы. Был зажат в тиски. С одной стороны, он требовал дисциплины и налогов для ведения войны. С другой, он знал, что в любую минуту его подданные могут просто откочевать. Его лидерство держалось на невероятной личной харизме. Он был интересен народу, пока он был символом надежды, но цена этой надежды была слишком высока. Кенесары Касымұлы. Он не просто воевал, он строил систему. Был введен единый налог, зекет, чтобы кормить армию и помогать пострадавшим от войны. Междоусобные кражи скота карались смертью. Он стремился восстановить ханскую государственность по чингизидской традиции, где закон выше воли отдельного батыра. Но парадокс заключался в том, что степь, привыкшая к вольности, начала задыхаться от его же правил. Последний хан пытался спасти народ в суровых условиях военного времени, но это устраивало не всех вольных кочевников. Ақмола. Была символом колонизации. Мощные стены, пушки, гарнизон. Взять такую крепость силами конницы считалось невозможным, но Кенесары доказал обратное. Осада Акмолы стала его звездным часом. Это был сигнал всей степи. Империя уязвима. После этой победы под знамена хана встали тысячи. Его имя начали шептать в каждом ауле, от Оренбурга до китайских границ. Он стал легендой при жизни. Мало кто знает, что Кенесары был блестящим дипломатом. Он вел официальную переписку с Оренбургской комиссией и Николаем I. В своих письмах он не ведет себя как мятежник. Он пишет как легитимный монарх, временно потерявший свои земли. Его главное требование – уничтожить крепости, построенные в сердце степи. Он апеллирует к международному праву того времени, напоминая о договорах своих предков. Но для Петербурга он был разбойником, мешающим прогрессу империи.
Это был диалог хана с глухими и немыми колониалистами. Хан понимал, в одиночку против имперских захватчиков не выстоять. Он пытается создать коалицию, отправляет послов в Хиву и Бухару, предлагая забыть старые обиды и объединиться против общего врага. Но южные ханства боялись Кинисары не меньше, чем северных колонизаторов. Его харизма и претензия на титул хана всех казахов пугали их. В итоге, вместо помощи, он получил удар в спину от Коканда. Защитник казахских земель оказался в ситуации один против всех, где вчерашние соседи стали злейшими врагами. Война – это деньги. Внук Абылай-хана установил контроль над торговыми путями. Он брал пошлины из караванов, идущих между Российской империей и Центральной Азией. И на эти средства закупал современное оружие. У него были свои оружейные мастера, он пытался наладить производство пушек в полевых условиях. Это была попытка построить автономную экономику. Хан знал, если степь перестанет торговать, она умрет. Но блокировка путей колонизаторами медленно душила казахское ханство. Здесь мы подходим к самому болезненному моменту. Главным врагом хана была не только армия колонизаторов, но и казахская элита. Многие знатные люди казахского ханства уже вросли в имперскую систему. Им было удобнее получать жалования от генерал-губернатора, чем рисковать головой за свободу. Кинисара. Жестко пресекал предательство. Он сжигал аулы тех людей, кто помогал карателям. Для него это была война за выживание нации, для них – нарушение их личного покоя. Именно здесь сработал тот самый механизм, о котором мы говорили в ролике про харизму правителя. Народ начал откачевывать от Кинисары, когда война стала слишком долгой и изнурительной. Лидерство хана в последние годы стало трагическим. Он требовал от людей сражаться десятилетиями против превосходящей силы. В степи харизма лидера подпитывается победами. Как только победы сменились тяжелыми отступлениями, его власть пошатнулась. Он начал применять силу там, где раньше хватало слова. Его обвиняли в жестокости, но в его понимании это была единственная возможность удержать фронт. Он стал заложником собственной идеи единства. К 1845 году Кинисара. понимает, в центре ханства ему не удержаться. Кольцо русских крепостей сомкнулось. Он принимает решение уйти на юг, в Семиречье. Его цель – объединиться со старшим Жузом и киргизскими племенами, чтобы создать единый фронт против Коканда и Российской империи. Это было ва-банк, но юг встретил его не как освободителя, а как чужака, который привел за собой войну. Местные манапы, киргизские феодалы, уже были втянуты в свои политические игры с Кокандом и не спешили признавать власть степного хана. Казахский хан предлагал союз, он писал: «Ата-бабаларымыз бірлікте болған. Біз де бір тудың астына жиналып, дініміз бен жерімізді бірге қорғайық». Наши деды были едины, давайте вместе защитим веру и землю. Но манапы видели в нем лишь опасного конкурента. Начались мелкие стычки, угон скота, взаимные обиды. Кинисара. Привыкший к безусловному авторитету в Сарыарке, здесь столкнулся с иным менталитетом. Переговоры зашли в тупик. Роковая ошибка Чингизида заключалась в том, что он решил применить силу там, где нужна была тонкая дипломатия. Началась жестокая война в предгорьях Халатау. Апрель 1847 года. Кинисара. Окружен в местечке Майтюбе. Его армия таяла на глазах, самый страшный удар нанесли свои. Султаны Рустем и Сыпатай в решающий момент увели свои отряды, оставив хана с горсткой верных людей против превосходящего врага. Почему они ушли? Они не верили в победу. Они выбрали мир с империей ценой жизни последнего хана. Это был крах казахского ханства. Лидер остался без народа, но все равно сражался как лев с преданными ему воинами. Кинисара Касымулы. Его брат Наурызбай, а также многие султаны, были взяты в плен. Казнь была жестокой, но даже перед лицом смерти Кинисара. не склонил головы. Его гибель поставила точку в истории казахского ханства. С его смертью исчез последний заслон перед полной колонизацией степи. Империи теперь могли стрелять без опаски. Защищать границы было некому. После казни голову Кинисара. Джантай Манап отправил генерал-губернатору Западной Сибири Горчакову как трофей. С этого момента начинается одна из трагических страниц нашей истории. Где сейчас голова хана?
Кунсткамера, Эрмитаж, частные коллекции. Для казахов возвращение останков Кенесары Касымұлы. это не просто ритуал, это акт возвращения государственного достоинства. Пока тело хана не предано земле целиком, история его восстания кажется неоконченной. Последний хан проиграл войну, но выиграл вечность. Его попытка отстоять казахское государство была обречена в эпоху пара и стали, но она заложила идею независимости, которая проросла через 150 лет. Его лидерство было сложным, порой жестоким, но абсолютно искренним. Он доказал, народ без лидера – это толпа, но лидер без народа – это трагедия. Кенесары Касымов вошел в историю как последний рыцарь великой кочевой цивилизации.